Школа номер 26 находится в центре города Якутска. Одна из больших школ республики и города. Работает в школе более 100 учителей, обучается около 2000 учащихся. Школа имеет свои традиции. За 66 лет своей истории окончили эту школу очень много выпускников, которые работают во всех сферах нашего народного хозяйства, республики, города и России. В этот день, накануне Дня учителя, хочется пожелать всем нашим педагогам, родителям, учащимся больших достижений, успехов в работе. И, пользуясь моментом, хочу поздравить всех коллег по всей республике с Днем учителя. Сейчас идет очень большая поддержка молодых учителей. Все условия созданы для работы молодого учителя. И зарплата вполне устраивает. Быть учителем – это была моя мечта с детства. Почему математику? Потому что это был мой любимый предмет. И я всегда училась на 5 по этому предмету. Но удавалось, все получалось, поэтому и решила свои знания потом передавать детям. В прошлом году мы обсуждали концепцию преподавания русского языка и литературы в школе. Было очень много предложений, обсуждали концепцию все регионы России, и наша Якутия, наши учителя тоже внесли свою лепту. Потом эта концепция была уже подготовлена для печати, и многие предложения вошли в новую редакцию. Язык имеет право меняться, слова появляются в русском языке, слова уходят, но мы всегда должны соблюдать нормы русского языка, о чем мы говорим всегда на уроках. Я работаю учителем ровно 30 лет. 35 лет тому назад я закончила среднюю школу и поехала в Ленинград учиться на учителя русского языка и литературы. Мой отец был учителем русского языка, и, наверное, он послужил для меня примером. А также мои учителя в школе, Абутова Аксинья Дмитриевна, которая сейчас работает в университете нашем, они, наверное, способствовали тому, что я выбрала эту профессию. В связи с течением времени появляются новые инновационные технологии. Это радует, потому что раньше было довольно сложно работать без всяких технических новшеств. Радует то, что меняется система образования, появилось очень много нового, интересного. Например, в этом году 4 А-класс сдает малую форму ЕГЭ. В апреле месяце уже ребята будут писать работу по русскому языку, по математике, по окружающему, по чтению. Ну, конечно, как в каждом новых веяниях есть свои недочеты, вероятно. Но для младших классов я считаю, что, во-первых, это недостаточно отработаны наши учебники. Если для русских классов в системе ФГОС учебники все-таки есть, проработанные, они хорошие, то для классов с якутским языком образования нет учебников. Происходит очень быстро. И, вероятно, республика не успевает дорабатывать эти учебники. Учителям очень сложно работать в чисто якутских классах. Далее хотелось бы отметить по выпускам учебников. Конечно, в расписании у нас появилось очень много уроков физкультуры, 3 часа. Это очень здорово, очень здорово. И мы должны, конечно, следить за здоровьем учащихся. Но учебники тяжелые, большого формата. Вот это, конечно, учителей, ни родителей, я думаю, не радует. Мне бы очень хотелось, чтобы учебники были помягче, поменьше, и не было тяжести в этих учебниках. Больше всего нравится работать с детьми, притом с детьми младшего возраста. Они растут, они развиваются на глазах, и это всегда радует. Мы не стоим на месте. Образование идет в ногу со временем. И мы стараемся выполнять социальный заказ, который дает нам наша Родина. Сложности в том, что очень много нового. И мы должны быть очень мобильными и
быстро перестраиваться и быть, так сказать, не стоять на месте, а быстро-быстро все на все реагировать. Поэтому, немножко это нас настораживает. Когда стал выбор перед тем, кем мне быть, я очень долго думала, быть ли воспитателем, быть ли учителем русского языка. Но в конце концов поняла, что работать с маленькими, с самыми маленькими детьми, давать им знания. Те детки, которые приходят совсем не умеющие ни читать, ни писать, а мы, учителя начальных классов, должны их этому научить. Поэтому, наверное, я люблю свою профессию за то, что не умеющих детей я могу научить и читать, и писать, и решать. Дорогие многоуважаемые учителя города Якутска, от всей души хочу поздравить вас с вашим профессиональным праздником. Мы вас очень любим и ценим. Желаем вам всего самого хорошего, отзывчивых учеников, здоровья, хороших зарплат. Желаем вам терпения и хороших учеников. Выражаем огромную благодарность всем нашим учителям. Мы вас очень любим и желаем вам счастья. 2 поставлю. С днем учителя! Мы вас очень любим.